На ТНВ новости Татарстана, в студии Алексей Калиничев. Здравствуйте, и вот наши сегодняшние темы. 25 лет основному закону. Основной закон создает условия для укрепления демократии. Какую роль Конституция играет в жизни республики, узнал Дмитрий Аринин. Когда история – главный экспонат. С открытия грандиозной уникальной выставки «Россия. Моя история». Альбина Аслагараева. За что счета? Платим за пустой воздух. Что делать, если газовое оборудование в квартире не обслуживают, а платить за это приходится? Лина Зинатуллина. Орел, крест и незаконная торговля. На что похоже? Это мой крест, это фашизм. Как нацистский символ попал на детские куртки. Об этом Альбина Минибаева. Праздник на высокой ноте. Сегодня, в преддверии Дня Конституции Татарстана, в Казани прошло большое торжественное мероприятие, посвященное 25-летию основного закона республики. Конституция вступила в силу 6 ноября 1992 года. С тех пор, как отметил в поздравлении Рустам Минниханов, республика далеко шагнула в своем развитии, а в обществе утвердилось согласие. В каком чувствительном и деликатном вопросе наших дней должны, по мнению президента, помочь именно конституционные нормы, расскажет Дмитрий Аринин. Конституция Республики Татарстан. Основной закон из 7 разделов и 126 статей. Как сходится во мнении, именно этот документ стал надежным фундаментом успехов Татарстана, а стабильность стала визитной карточкой республики. Это именно тот самый случай, когда слова имеют неимоверную силу. В силу Конституции Татарстана вступила на год раньше российской, 6 ноября 1992 года. Как вспоминают сегодня, над документом трудились лучшие умы республики и ведущие юристы страны. Конституцию саму писать не так сложно, потому что есть образцы, есть международный опыт, международная практика имеется. Но самое сложное, конечно, в том, чтобы обозначить Татарстан как суверенное государство, имея особые взаимоотношения с Россией. Для нас, конечно, важна была политическая стабильность, это как бы базовое. В 1992 году это очень сильно ощущалось. Важно понимать, что не просто документ был, который позволил жить и развиваться в относительном спокойствии, но и правильная на будущее была процедура заложена. Прочувствовать дух той эпохи, увидеть артефакты этого исторического момента можно было сегодня на выставке. Здесь показали и бюллетень референдума 1992 года, и личную ручку Минтимира Шаймиева. Как в своем поздравлении отметил Рустам Минниханов, Конституция помогла мягко войти в рыночную экономику и укрепить согласие в обществе. Отражающим общественный консенсус стало положение Конституции о придании государственного статуса татарскому и русскому языкам. Идущая сегодня дискуссия вновь показывает чувствительность и деликатность данной темы. Надо признать, что за эти десятилетия, наряду с успехами национального образования, накопились определенные проблемы. Убежден, мы придем к оптимальному решению возникающих вопросов изучения и использования государственных и родных языков в соответствии с конституционными нормами. Как отметил президент, Конституция Татарстана помогла выстроить и правовые основы всей страны. Веками Россия развивалась как государство с сильной властью, которое сплачивает пространство и народы. Подавляющее большинство россиян поддерживает всемирное укрепление могущества страны и рост его международного авторитета. Эта стратегическая линия прочно связывается в общественном сознании с личностью и делами нашего национального лидера Владимира Владимировича Путина. Как подытожил Рустам Минниханов, с новыми вызовами времени и развитием общества конституционные нормы могут корректироваться, но их фундаментальные принципы должны оставаться незыблемыми. Всех татарстанцев сегодня призвали читать и чтить Конституцию. Финальную же звучную точку в торжестве поставил симфонический оркестр. Дмитрий Аринин, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань.
От Рюриковичей до наших дней масштабная мультимедийная выставка «Россия. Моя история» открылась сегодня на базе Казанской ярмарки. Это глобальное образовательное зрелище появилось по инициативе Русской Православной Церкви. Он уже работает в 6 городах страны и второй год собирает миллионы посетителей на ВДНХ в Москве. В чем уникальность Татарстанского исторического парка, расскажет Альбина Асылгараева. Сенсорные экраны, мини-кинотеатры, лайтбоксы и проекторы – все мультимедийно и интерактивно. По факту музей, по сути, глобальный образовательный проект на 6000 квадратных метров. Выставка очень большая. Она охватывает период от Древней Руси до наших времен. И, как говорят организаторы, информации здесь столько, чтобы осмотреть хотя бы один павильон, нужно потратить минимум 1,5 часа. Но чтобы вспомнить историю, все прочитать – 4-5 недель. Периоды разделены по павильонам. Здесь же свое место занял и татарстанский компонент. Истории хунов, происхождение тюркских народов и возникновение Волжской Булгарии. Проведена татарскими коллегами выдающаяся работа. И в области давней нашей истории, и в области новейшей истории. Это одна из лучших экспозиций с региональным контентом. Очень глубоко, серьезно, взвешенно и очень познавательно. Парк летописи «Россия. Моя история» 2 года назад появился в Москве. Сегодня признан самым масштабным за всю историю исторических музеев. Уже открылся в 6 городах России, сегодня в Казани. Такие проекты особенно нужны и важны сейчас, когда интерес к истории растет, говорят эксперты. Она становится даже более непредсказуемой, чем будущее. Захватывает, очень интересно, очень познавательно, очень полезно. И самое главное, вся система очень такая инновационная. И здесь... То есть контент можно добавлять. Казанский парк «Россия. Моя история» не передвижной, он будет работать постоянно. Первый месяц вход бесплатный. Здесь ждут не только школьников. Ведь проект станет помощником не только для уроков истории, но и чтобы извлекать уроки из истории. Альбина Асылгараева, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Дорога смерти превращается в дорогу жизни. Сегодня на федеральной трассе М7 открыли сразу 2 новых участка. 30 километров полотна обошлись в 10 миллиардов рублей. Теперь это 2 раздельных встречных дороги, транспортные развязки, пешеходные переходы и автобусные остановки. Нияз Рахман оценил давление автомобильных артерий страны. Новый участок дороги с 888 по 901 километр проходит по территории Рыбно-Слободского района. Из опасного уже сегодня она превратилась в безопасную. Эти 13 километров больше не пугают водителей, а создают комфорт. Был аварийный, но сейчас вот разворотов уже в одном уровне не будет. На этом участке есть 6 разворотных петель. Как говорят сами строители, важно было обеспечить безопасность не только водителей, но и пешеходов. На этом участке построен вот такой современный пешеходный переход. Кстати, если раньше эта дорога пропускала в сутки больше 11 тысяч автомобилей, то теперь цифры вырастут в разы. И транспортная пропускаемость будет больше 25 тысяч автомобилей в сутки. Рустам Нургалиевич Минниханов. Значимое событие в присутствии Рустама Минниханова, помощника президента России Игоря Левитина, заместителя руководителя Росавтодора Андрея Костюка. Здесь же лучшие дорожники получили государственные награды. Открытие рабочего движения. Первым по прямой связи открывает участок с 941 по 957 километр. Комфортные асфальтные покрытия протяженностью почти 8 километров. На очереди участок Рыбно-Слободского района. Первыми дорогу напрочь испытывают ретро-автомобили и современные КАМАЗы. Здесь грузовики идут вот один за одним. О чем это говорит? Что необходимо разводить движение. И то, что сегодня здесь произошло, я считаю, это большое событие не только для Татарстана, потому что здесь идет много транзитного транспорта. Любая инфраструктура дорожная – это огромные деньги. Вот вы представьте, мы открываем 2 участка, стоимость 10 миллиардов рублей. 10. Еще 3 участка на следующий год. И, конечно, каждый рубль вложенный, он должен быть правильно вложен. Эта дорога стала и подарком ко дню дорожников и автомобилистов. Сейчас на трассе Казань-Челны остается всего 31 километр дороги с неразведенными потоками движения. Доделают его в следующем году. Нияз Рахман, Ринат Сафин, ТНВ, Рыбно-Слободской район. По новым дорогам сегодня поехали и челнинские водители. Здесь сдали Московский проспект. Его отремонтировали в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Стоимость 800 миллионов рублей. Всего же в этом году «Автограду» из федерального и республиканского бюджета выделили почти 2 миллиарда рублей. Такие проекты, вот как мы сегодня с вами находимся, реализуются во всех населенных пунктах численностью от 500 тысяч человек.
И вы увидите, что за несколько лет города будут приведены, дороги вот примерно вот то, что мы с вами видим сегодня. Огромные слова благодарности руководству Российской Федерации, президенту Владимиру Владимировичу Путину, что вот такая программа существует, она в Казани и в Челнах у нас реализуется. И мы эту программу будем продолжать и в следующем году. Попрощались с пробками и на Казанском участке. Сегодня в поселке Салмачи после капитального ремонта открылась основная дорога. Она связывает 5 близлежащих поселков с городом. Теперь полосы стали шире, пропускная способность выросла вдвое. На въезде в поселок не только переложили асфальт, но и поменяли сети водоснабжения, связи, освещения, обновили ливневки и остановки. Иногда и по 1,5-2 часа сюда добираюсь вместе с пробками. Сейчас, надеюсь, быстрее будет намного. Сын, когда ехал на работу, мне звонил, и мы могли с ним час беседовать, когда мы ехали. Но сейчас вроде получше стало. Выезжать было тяжело, заезжать было тяжело. Тем более утром с детьми. Я знаю, что были. Сейчас нормально, никаких пробок. Услуги не оказали, а счет выставили. По всей республике жители жалуются на плату за обслуживание внутриквартирного газового оборудования. При этом одни сотрудников газовой службы в глаза не видели, к другим мастера забежали на 5 минут. Они обратились в антимонопольную службу. Что им здесь сказали и ждать ли перерасчета, узнала Лина Зинатуллина. Вот у нас стандартная плита, 4 горелки. Техобслуживание плиты Галине Кульбаке в этом году обошлось 200 с лишним рублей. Именно во столько оценили свою работу газовики на счет фактурах. Только был ли мастер? Назначают в будний день. В будний день мы никак не можем, все работают. В субботу, воскресенье они не могут, поэтому платим за пустой воздух. Проверка целостности оборудования, свободы доступа к нему, давления, газа и тяги в вентиляции. А еще чистка горелок и инструктаж пользователей. Это лишь минимум работ, которые должны проводить в каждой квартире. По закону такой визит должен занимать 45 минут, но на практике это едва ли соблюдается. В Челнах на полноценное обслуживание 170 тысяч квартир при всем желании не хватит газовиков. Казанцы таких тщательных проверок тоже не припоминают. Вот приходят, спрашивают, какие жалобы. Я говорю, никаких жалоб, плита работает, газ идет, все. А потом приходит 267 рублей. Конечно, нам, пенсионерам, туговато. Счета приходят ежегодно, хотя достаточно проверки раз в 3 года, утверждают в УФАС. И они называют это навязыванием услуг. Букет нарушений привлек «Газпром Трансгаз Казань» внимание антимонопольщиков, которые с начала года получили десятки жалоб. Было выдано предписание об устранении допущенного нарушения, в том числе путем проведения перерасчета начисленных за последние 3 года к оплате сумм за техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования по всем гражданам, потребителям, которые обращались в наш адрес. Речь о сумме в 27-30 тысяч рублей. Это на всех обратившихся. Тысячам тех, кто в УФАС не пошел, помочь уже не так легко. Попросту невозможно будет проследить выполнение перерасчета. Сами газовики с обвинениями не согласились. Сейчас идут проверки. Суд назначен на 23 ноября. Лена Анатольевна, Рамзель Гарипов, ТНВ Казань. Это новости Татарстана, и вот о чем далее. Орел, крест и незаконная торговля. На что похоже? Это на крест, это фашизм. Как нацистский символ попал на детские куртки. Об этом Альбина Минибаева. Животный инстинкт. За счет того, что у человека вырабатывается адреналин, собаки так реагируют. О рисках нападения четвероногих на людей в сюжете Динары Камаловой. Услышат каждого. Завтра в Казани откроется первый республиканский родительский форум. Сегодня организаторы встретились с журналистами и рассказали о том, что обсудят. А это агрессивного поведения ребенка, суициды подростков и роль семьи. Участие в обсуждениях может принять каждый. Будет вестись онлайн-трансляция в интернете. Та семья, которая имеет хорошие, добрые традиции, переходящие от поколения к поколению, как правило, в этих семьях воспитываются успешные, благополучные дети. Очень многие семьи ограничиваются просмотром каких-то телепередач вечерних, как правило, в одной комнате и чаще всего даже не обсуждают эту передачу. Теплые куртки с холодной нацистской символикой. В Нижнекамском торговом центре выставили на продажу детскую одежду с нашивкой в виде свастики. Покупатели торговый подход не поняли. Продавцы сослались на банальную невнимательность. Чем это может обернуться для них, узнаем у Альбины Минибаевой. Интересно, это почему-то такие знаки не должны же
Внешне обычные детские куртки для 5-летних мальчиков. Посадка, может, у них и отличная, только смотрится отнюдь не безобидно. На каждый символы, стилизованные под свастику. И они в свободной продаже в магазине одного из торговых центров. Их наличие продавцы объяснили по-своему. Не специально провезли. Пока вы не видели, мы не заметили. Но сейчас мы берем сразу их. Сворачивать одежду начали сразу, как заметили телекамеры. Есть ли в этом нарушение? В любом случае ответственность за продавцом. Должен определять эксперт, нацистская символика это или нет. Или сходная до степени смешения с нацистской. Но мое мнение то, что в данном случае необходимо было проверить этот товар перед тем, как выкладывать его на прилавок. Незаконную нашивку спутали с новомодной. Так пытаются оправдаться продавцы, но для правоохранителей это может и не сработать. Посмотрим, сколько человек узнает в этом запрещенный символ. Как раз. Здравствуйте. На что вообще похоже? Фашистский хвостик. По-вашему, это что? Ну, вы сами знаете. Произносить неудобно? Нет, нехорошо. Что узнаете вот в этом рисунке, в этом символе? Свастика. Орел. Он был в Германии в Великой Второй мировой войны. Фактом продажи помеченных курток уже заинтересовалась прокуратура. Нижнекамская городская прокуратура по поручению прокурора республики проверит информацию СМИ о продаже курток с нацистской символикой в одном из городских торговых центров. Факты демонстрации нацистских символов нет-нет да появляются. В сентябре за незаконную миссионерскую деятельность была осуждена Наталья Кузнецова. Она возглавляла неоязыческое течение рода «Свет в Челнах» и проводила ритуалы в парке. Суд признал, символы, изображенные на одежде, запрещены. Если подтвердится, что нижнекамские куртки все же с такой символикой, то магазину может грозить штраф до 100 тысяч рублей. Альбина Минибаева, Марат Саидгараев, Эльвира Софиуллина, Евгений Лызаев, ТНВ, Нижнекамск, Казань. Новое нападение бродячих собак. Жительнице Казани пришлось на машине разгонять стаю животных, чтобы спасти девушку. Самостоятельно ей бы не удалось выбраться из кусающего плена. Официальные органы не ведут статистику пострадавших, а вот врачи констатируют, количество укушенных растет. Порой людей доставляют с ранениями жизненно важных органов. Динара Камалова разбиралась в ситуации. Она очень была напугана. Четвероногих Диляра Ахмедшина теперь сторонится. Накануне она стала очевидцем нападения стаи собак на девушку. Сначала они ее окружили, а потом загнали в угол, рассказывает Диляра. Она не оставила человека один на один с лающей сворой и решила спасать. Из-за кустов выбежала вторая черная собака. И снова та же сцена, но с помощью сигнала я ее отогнала. Как ни странно, но статистика пострадавших от укусов собак не ведется ни по городу, ни по республике. Хотя в РКБ уверяют, количество таких случаев только увеличилось. Например, в республиканской травматологии зафиксировано более 140 пострадавших. 1/3 предстоит долгое лечение. Укусы пришлись на зоны головы, шеи и паха. Царапание. Не исключен риск развития бешенства. Стая собак становится агрессивнее, говорят кинологи, но если на пути человека встретилась вереница хвостатых, бояться не надо. Собаки чувствуют страх, и животные расценивают его как потенциальную угрозу. Если вы видите, что нападения не избежать, не стоит терять самообладание. Нужно принять правильное положение, то есть встать в позу оловянного солдатика. Тем самым собаке человек показывает свое подчинение, говорят специалисты. Животное подойдет, обнюхает, но не укусит. Холод и голод вызывают у бродячих собак инстинкт самосохранения. Плодиться они начинают чаще, а защищать щенков сильнее. Человек боится, страх, вырабатывается адреналин. И вот за счет того, что у человека вырабатывается адреналин, собаки так реагируют. Ежегодно из бюджета Казани на регулирование численности бездомных животных выделяются миллионы рублей. Более 15 в прошлом году, почти столько же в этот. По данным комитета ЖКХ горисполкома, средства на операции получает фирма «Ветдом». Но связаться с ними не так просто, ни телефона, ни адреса. Это организации не на одном справочнике и в интернете. Динара Камалова, Амир Залюшев, ТНВ, Казань. Снова напрямки. После капитального ремонта сегодня заработала паромная переправа Зеленодольск-Нижние Вязовые. Ремонт пришлось затеять прямо в разгар навигации. Все дело в том, что проверка выявила серьезную изношенность механизмов. Машины пустили в объезд, водители тратили лишние полчаса, а то и час. Рамиль Шайдулин узнал, на что сейчас уходит сэкономленное время. Паром открыт, теперь до дач ехать примерно 20 минут. Еще вчера в объезд не хватило бы и часа. Час я где-то сейчас выиграю, или 1,5 часа выиграю. Мне до Козловки вот отсюда. Никто не хочет вновь по круговой, поэтому уже в первый день очереди из машин и пешеходов. Добирался бы на машине в объезд, то есть это заняло бы время, наверное, часа полтора, да и по бензину бы вышло, по деньгам. Быстрее нам, выгоднее.
Мы же без очереди. Ехать не только быстрее, но, признаются пассажиры, и дешевле. Какой-никакой, а все-таки общественный транспорт. Цены остались те же, даже несмотря на то, что меньше машин стало. Вот и все. Только летом, признаются паромщики, нагрузка была в разы выше. Если за раз вмещается до 15 легковушек, то за сутки их набегало все 500, пока не закрылись на ремонт. Несколько дней назад паром был спущен на воду для проведения работ по центровке гребных валов. Центровка прошла успешно, и сегодня паром возобновил свою работу. 20 минут вплавь – это не 1,5 часа в дороге. На пароме можно отпустить руль и расслабиться. За выигранное не за рулем время можно пролистать последние новости, перебрать бардачок, наконец просто позвонить кому-либо. Казалось бы, всего 20 минут, но и на них водители уже смотрят по-другому. Ну, на Волгу смотрим. Кроссворды гадаем, газеты читаем. Едем, разговариваем, если вдвоем. Музыку слушаем. Паромщики говорят, возить пассажиров они готовы до декабря и первого льда. Даже новые детали бессильны против морозов. Рамиль Шайдуллин, Александр Вольнов, ТНВ, Зеленодольск. В эти минуты в Камаловском театре творческий вечер Люции Хамитовой, актрисы, любимицы публики и успеха. «Мне повезло на сцене, часто приходилось играть главные роли», — говорит она. Это и нежная Джульетта, и глуповатая жена Ишана в голубой шале, и озорная Шуралешка в спектакле «Свет моих очей». Сегодня ей аплодируют зрители и поздравляют коллеги. Вечерний эфир продолжит программа «Вызов 112». Сейчас о погоде на завтра и до встречи в 21:30. Привет. Привет. Сегодня в школе нам рассказали про вредное производство. У тебя на работе не вредное производство? Нет, давно уже не вредно. Казань-Оргсинтез. В гармонии с природой. В поисках выгодного предложения ипотеки вы обходите много адресов. Заоблачное, высокое, среднее, рыночное. Но если вы ищете низкую ставку, запишите. Выгодная. Банк Аверс. Доступная ипотека здесь. Поймаю. Так. Придется убираться. Когда мне что-то нужно срочно, выбираю 5. Средства для стирки Вимакс в ассортименте по 199 рублей. Хорошо, когда нужно, всегда рядом. 5 выручает. Nissan теперь в Канавто. Выгода до 400 тысяч рублей. Регистрация на месте. Звоните 230 30 30. Все секреты китайской медицины. Лечение болезней у профессоров Университета китайской медицины города Чанчжу. Телефон 236 89 86. Она красивая, модная и желанная. Идеальная для работы и учебы. Повседневная и для особого случая. Новая коллекция одежды уже в продаже. Торговый центр «Франт». Юлиуса Фучика, 90. Где все? Колбаса молочная 500 граммов 99 рублей. Цена действительно при покупке 2 товаров одновременно. Яйцо куриное 1 штука 2 рубля 99 копеек. Все здесь, в гипермаркете Эссен. В центре лучевой диагностики скидки до 20%. МРТ от 1500 рублей. Пленка в подарок. Звоните 205 59 17. Илья Авербух представляет новогоднюю сказку «Новые бременские музыканты на льду» 4 и 5 января во Дворце спорта. Без возрастных ограничений. Поехал за мебелью, выиграл квартиру. Розыгрыш призов на 4 миллиона рублей. Мебельград. Вместе с силой приходит ответственность. Ответственность за партнеров, клиентов, работников и за то, что окружает нас. Изо дня в день. Поэтому Казань-Оргсинтез неустанно совершенствует экологическую защиту на предприятии. На мировом уровне. Казань-Оргсинтез. Год экологии. Күңелләрне яулап, йөрәкләрне тетрәндергән сез яраткан җырлар. 5-нче Алтын йолдыз Болгар радиосы милли музыка премиясе. Җырчыны гына түгел, ә җырны иҗат итүчеләрне дә тәбрикләүче ел вакыйгасы. Алтын йолдыз.
Добрый вечер. Время новостей «Спорт» на ТНВ, в студии Алмаз Гафиятов. «Зенит» одерживает 60-ю победу подряд. Казанцы в непростом выезде одолели красноярский «Енисей». С первых минут на площадке вышел Олекна-младший. Сын главного тренера волейбольного «Зенита» не ударил в грязь лицом и помог чемпионам продлить рекордную серию. Действующему чемпиону страны в этом поединке могли помешать многие факторы. Нестандартный зал, непростой часовой пояс, громкая публика и Спиридонов с Рузье в составе, и это еще не все. Владимир Олекна на старте выпустил молодого Лорана Олекна, не так часто играющего в основном составе. Но чудес не произошло. Алексей Спиридонов и компания смогли зацепиться только лишь за третий сет. Этого волейболиста в Казани еще помнят. Спиридонов заэпатировал публику не только своей игрой, но и около волейбольными действиями. Сейчас у команды есть время немного отдохнуть, а дальше ждет домашний поединок. 4 ноября «Зенит» встретится со столичным клубом «Динамо». Это все почва для работы. Сейчас больше, наверное, как-то сконцентрироваться до декабря нужно. Подвести команду к форме, пройдя суперкубок и финал кубка. Вот это большая задача. Тем временем хоккейный «Акбарс» отправился в дальневосточное выездное турне. Уже сегодня днем команда провела встречу в столице Китая против местной команды Куньлун Ред Стар. Короткая история встреч соперников включала в себя 3 матча. Во всех 3 победу одержали казанцы. Эта игра не стала исключением. Счет был открыт в середине второго периода. Точнее, у ворот хозяев оказался капитан команды Александр Свитов. Но радость казанцев была недолгой. Усилиями Дефацию китайцы счет сравняли. Так было до конца 3-го периода. Молодой игрок Никита Яськов взял инициативу в свои руки и мастерским приемом смог принести казанцам победу со счетом 1-2. И в завершении новости бадминтона. Юные спортсмены из Татарстана стали призерами международного турнира в Казахстане. Представители республики смогли отличиться во всех 5 разрядах. Так, в мужском одиночном обладателем серебра стал казанец Амир Хамидуллин. Бронзу взял Тимур Валиуллин из Алексеевского района. Эти же бадминтонисты в мужском парном разряде смогли подняться на 2-ю ступень пьедестала. В женском одиночном разряде бронзу выиграли казанские спортсменки Алина Романко и Мария Малыгина, ставшие чемпионками женского парного разряда. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды. В предстоящую ночь морозная погода сохранится, а дневные температуры станут выше. Подробнее после полезной информации. Спонсор показа — изготовитель корпусной мебели на заказ Данил Мастер. Быстро и качественно изготовит кухню по вашим размерам. 3D-проект кухни, доставка и установка бесплатно. Только в октябре назовите пароль ДМ-мебель и получите 25% дополнительной скидки на ваш шкаф-купе. Данил Мастер. Настало время низких цен. Город Казань, улица Восстания, 23, телефон 2-167-166. По данным сервис Яндекс.Погода, завтра на юго-востоке в Бугульме, Бавлы, Азнакаево ночью без осадков -7. А вот днем местами возможен снег. Температуры также минусовые, около 1 мороза. На северо-востоке, в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге будет малооблачно. Ночью преимущественно без осадков, около 6 мороза. Днем местами возможен снег, -1. На севере Татарстана, Менделинский, Агрызий, Менделеевске также будет малооблачно, вероятность осадков небольшая. Ночью -6, днем около 0. На северо-западе, Варске, Кукмаре, Балтасе ночью без осадков и подморозит до -7. Днем местами пройдет снег, -1. На юго-западе, в Болгаре, в Буинске и Дрожжаном переменная облачность, пройдет мокрый снег. Ночью -4, днем до +2. В центральных районах, в Чистополе, Альметьевске, Мамадыше во второй половине дня синоптики обещают осадки в виде дождя и снега. Ночные температуры -7, днем около 0 градусов. В последующие дни ожидается значительное повышение температур и дожди. В конце выпуска еще одна полезная информация. Спонсор программы «Мега-мебель» на Компрессорном. Ваш любимый мебельный центр. Целых 4 этажа только мебели от 200 мебельных компаний. Удобная парковка. Приходите, приезжайте по адресу город Казань, улица Сибирский тракт, 34. «Мега-мебель» на Компрессорном – самый большой мебельный центр города. «Мега-мебель» на Компрессорном – самый большой мебельный центр города. Мы заморозили жаркие цены. Квартиры от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Акбарс недвижимость. 295 77 77.
Спонсор прогноза погоды ООО «Акбарс Недвижимость». ООО «Акбарс Недвижимость» предлагает квартиры от 1 700 000 рублей в популярных жилых комплексах Казани. Подробная информация по телефону 295 77 77 или на сайте akbars-dom.ru. О погоде в столице. Завтра в Казани ожидается переменная облачность. Ночью без осадков -5, -7. Днем выпадет снег и около нуля. Ветер юго-восточный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 72%. Ожидается магнитная буря. Берегите себя. Это вся информация о погоде. В студии была Лейла Латыпова. Увидимся на ТНВ.